Суду Назарка нам зазяй. Благословене владорство Отця і Сина і Святого Духа, тепер завсюди і на віки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Уладаром небесный, сутешальнику Духу правды, Ты всюду присутный, все наполняешь, скарбница добра и життя подача. Приди, поселися у нас, и очисти нас от всякого благого, и избав добрые души наши. Святый Боже, святый моцный, святый несмиротный, жалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмиротный, жалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмиротный, жалься над нами. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюди и на веки веков. Аминь. Усі святая Тройця, жалься над нами. Господи, очисти грехи наши, уладару даруй бесчинства наши. Святый наведай и немощи наши деля Твоего имя. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюди и на веки веков. Аминь. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Твое владарство и сила, и слава Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсюди и на веки веков. Аминь. Придите, поклонимся владару нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем до Христа, владара нашего и Бога. Придите, поклонимся и припадем до самого Христа, владара и Бога нашего. Придите, поклонимся и припадем до Его. Благослови душа моя Господу, Господи Боже мой, Ты великий нам сделал, Ты обрамнулся в величие красу, Ты окутался светлом быцем плащом, Ты растянул небо быцем шатер, хороны Твои над водами поставил, Ты робишь пару колесницу согрей, ходишь на крылах ветру, Ты чинишь ветры посланцами Твоими, и слугами Твоими полыми огню. Ты умацовал землю на основах ее, небо теснится порек веков, бездонью быца обраткою порыв Ты ее, воды над горами стали, от погрозы Твоей я не западались, от грому голосу Твоего задрожали. Горы снялись, долины зашли вместе, якие Ты им назначил. Ты установил межи, яких им не перейти, как не покрыть сном землю. Ты посылаешь крыницы у реки, что плывут в долинах меж гор.
веки они славу свою гасят, халя их души небесные живут, меж скал чудных спевги, с хором твоих наводняешь горы, земля полнится плодом творов твоих, ты выращиваешь траву для живого семени, пожиток человеку, как он мог забыть царей ежу земли, и что веселит сердце человека, либо что робит глаз светлым, хлеб, что сердце человека умацовое, древний зимний мойцу достать соку, кедры либанские, что их насадил, там тушки моют гнезды свои, Буслиное жилье возвышается над ними, горы высокие для диких скозов, ширины скалосховых шагах грызунов. Ты старый месяц, как показывал поры, солнце знает час заходу своего, посылаешь темру и надыходит ночь, подчас якое выходите все звери лясные, львянят и рыбы, шукаючи здобичі, просячи в Бога споживи собі, як тільки сонцем зійти вони ховаються і кладуться в логовах своїх. Выходит человек до спромов своих и до работы своей до вечера. Якое богатство твору Твоих, Господи, Ты все мудро створил, земля полная створения Твоих. Вось море великое и просторное, Твоим рухается ведешь створению здоровья великих и малых. Корабли плавают твоими китах гром, не стыдом, якого ты створил на потеху собі. Усіяни чекають от тебе, как ты дал им споживу в свой час. Ты им даешь, и они подбирают, расширяешь руку твою, наполнится всяким добром. Кого лишь ты отвертаешь, поклонники не тревожатся, поднимаешь дух от и ветер поздно вертаются. Посылаешь духа твоего, и они оживают, и ты обновляешь тварь земли. Нехай слово Господне триває навеку, хай Господь тешится створов своих, и Он глянет на землю и надрежит, да кранется до гору и не дымятся. Разу все життя мое буду хвалить Господа, буду песня славить Бога моего, поколь буду жить. Някой приємна ему будет песня моя, я радуюся у Господе. Нехай щезнуть грешники земли, и нехай не буде больше негодников. Благослови душа моя Господа, солнце знаешь от заходу своего, ты посылаешь первый надыходить ночь. Якое богатство твору Твоих, Господи, Ты все мудро створил. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь завсюди на веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
наших, Господу помолимся. Господи, змилуйся. За супокойно всем свете, добрый стан святых Божих церковь, з'єднання всіх, Господу помолимся. Господи, змилуйся. За эту святую церковь тых, что с верой, пошаной и страхом Божьим воходите, и Господу помолимся. Господи, змилуйся. За святого отца нашего сусветного бискупа Франтишка Папы Римского, достойного архипастора нашего кардинала Леонарда, великого отца нашего архимандрита Сергея, почестных святору диаконов, гостей, все духовенство и людей, Господу помолимся. Господи, змилуйся. За Богом стяженную Украину нашу Беларусь, род належный владу весь белорусский народ, за стойкостью веры, мужностью в выпробованиях и верность своему народу всех нас, Господу помолимся. Господи, змилуйся. За этот город, за все города и краины, и за верных людей, что живут в их, Господу помолимся. Господи, змилуйся. За доброе надворье, богатый урожай плодов земных, и за часы спокойные, Господу помолимся. Господи, змилуйся. За подорожников по морю, земли, в поветре, за недужих, тех, что терпят, за зневоленных избавлений, Господу помолимся. Господи, змилуйся. Намывается до всякого гнева, суму недостатку, Господу помолимся. Господи, змилуйся. Заступися, жалься, сбавы, стерожи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, змилуйся. Господи, душиной святую, всячественную, благословенную, славную владарку нашу Богородицу и завсёды Деву Марию всех святых, сами себе один одного и все життя наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Тебе належится всякая слава, пошаное поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь завсёды и на веки веков. Господи, Тебе кличу в почуняние, почуняние, Господи. Господи, Тебе кличу в почуняние, будь уважливый до голосу моления моего, коли я кличу Тебе, почуняние, Господи. Хай молитва моя взойдет до Тебя, лицом казненно, и укрылась мной, будет вздымание рук моих, почунение, Господи. Возвоздесницы душу мою, как мне дяковы семью Твоему. Праведники вокруг меня шукают, скорее Ты мне покажешь спогадливость Твою. С глубини кличу Тебе, Господи, Господи, почуй голос мой. Придите, будем радоваться в Господе и развожать над сегодняшней тайной. За горою смешается, Бог не мечникает, Херувим отступая от древа життя, помоги нам Израиль за непослушенство, знову приступаем на райское споживе, неизменный образится, Бог прискорбный из предвечности, прямая выход слуги, пришедший от Девы Матери, и не зазнавший никакой измены, и он застоится тем беспробным Богом, и прямой той, чем я был, ставшийся человеком, деля человеколюбства, веку скликнем ему. Боже, что народился, Дева, смилуйся над
Тебе соправдным Богом, и прямое Твое, чем не был, ставшийся человеком, дело человеколюбства, дых воскликнем Ему. Боже, что народился, Дева, смилуйся над нами. Коли памятливо бесчинство наших будешь, Господи, Господи, кто сможет устоять? лишь у Тебя отпущение. Коли Господь народился от Святой Девы, увесь свет просветлился, пастухи играли, мудрецы поклонялись, анёлы спевали, Ирод устревожился, что явился в теле Бог, Избавитель душам наших. Деле имя Твое, Господи, юся на Тебе, Господи, душа моя, чекая слова Твоего. Душа моя сподобится на Господа. Коли Господь народился от Святой Девы, увесь свет просветлился, пастухи играли, мудрецы поклонялись, анёлы спевали, а Ирод устревожился, что явился в теле Бог, Избавитель душам наших. Большим світання чекає страж ночний, большим світання. Хай Израиль чекає Господа. Володарствую, Христе Боже, володарство всех веков, и держава Твоя с поколения в поколение. Ты принял тело Духа Святого и стался человеком от Девы Марии. Христе Твоем, Христе Боже, было для нас ясным светонком. Ты святло, светлозяние славы Отца, Ты просветлил все створение, и тому все живое славить Тебе, образ славы Отца, что был и завжди есть и зазел от Девы. Боже, смилуйся над нами. Бог Господа милосердности великая в Его избавлении, и Он вызволит Израиля от всех беззакония Его. Володарство Твое, Христе Боже, володарство всех веков, и держава Твоя с поколения в поколение. Ты принял тело Духа Святого и стался человеком от Девы Марии. Христе Твое, Христе Боже, было для нас ясным светонком. Ты светло, светлозяние славы Отца, Ты просветлил все створение, и тому все живое славить Тебе, образ славы Отца, что был и завжди есть и зазел от Девы. Боже, смилуйся над нами. Хвалите Господа все народы. Славьте Ярову все люди. Чем мы дадим одержим Христу?
пришло прости бедовиця, приносить подяку тобі, анюли співані возорку, мудреці дари пастушки бішені цуду, земля та чура пустиня ясні, а ми приносим тобі, Маті Деву, предвічний Боже, змилуйся над нами. Бо милосердность Его не умацовалася над нами. І вірність Господня я триває до віку. Чи ми тобі одячим Христі, За то, что ты стався человеком для нас на земле, кожне створение, что пришло прости бедовиця, приносить подяку тобі, анюли співи небозорку, мудреці дари пастушки отрішені цуду, земля та чора пустиня ясні, а ми приносим тобі, Маті Деву, предвічний Боже, змилуйся над нами. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Коли Август был один младором на земле, шмо было, где люди скончилося, коли ты стався человеком, одуся чистая, подмененное было идольское многобожие, под одним земным младором опынулись все краины, и все люди уверили в единую Божию воду. На загадки люди пошли записываться, и мы верные так само записались у Бога нашего, что стався чоловіком. великая Твоя милосердность, Господи, слава Тебе. Мудрость устаньте. Святолагодное, святое, славы несмиротного Отца Небесного, святого благословенного Иисусе Христе, доживший до заходу солнца, и убачивший вечернее святло, славим Отца и Сына и Святого Духа Бога, достойно есть на всякий час чистыми голосами петь славу Твою. Сыне Божий, что даешь життя, делях этого свет славит Тебе. Будьмо важливі. Мир усім. И Духу Твоему. Мудрость слухаймо важливо. Допомога моя от Господа, який створив небо і землю. Допомога моя от Господа, який створив небо і землю. Я узняв очі моє до горов, откуль моє прийсти допомога моя. Допомога моя от Господа, який створив небо і землю. Допомога моя от Господа, який створив небо і землю. Мудрость. Читання книги роду. Слухаймо уважливо.
Спочатку Бог створив небо и землю, земля была неупорядкованная и пустая, темра была над безданью, и Дух Божий носился над водами. И сказал Бог: хай будет светло, и сталося светло. И Бог убачив, что светло доброе, и отделил его от темры. И назвал Бог светло днем, а темру назвал ночью, и настал вечер, и раніця день перший. А потім Бог сказав: хай повстане склепіння серед водаў, і хай разделись назавжди одни воды от других. И учинивши склепение, Бог отделил воды под склепением от водов над склепением, и назвал Бог склепение небом. И был вечер, а за им раніця день другий. Тады Бог сказал: хай сберутся воды под склепением у одно место, и хай покажется суша, и коли так сталося, Бог назвал сушу землею, а збор водаў мором. И убачив Бог, что это добро, и сказал Бог: хай земля проростет зеленые рослины, травы, что рассевают насенье, фруктовые древы, что приносят плоды с семенами у их, кожное по воды своего рода на земле. И сталося так. Земля вырыла себе рослины, траву, что рассевая насенье, и фруктовые древы, что родят плоды с семенами по воды своего роду. И убачив Бог, что это добро, и настал вечер, и раніця день третий. Мудрость. Читание книги Ликов. Слухаймо важливо. Дух Божий спочив на Валааме, і он почав вещать своє пророцтво, кажучи: як цудовные шатры твои, Якубе, и поселище твои, Израилю, яны быцем луги, быцем сады на берегах ручаев, быцем дубы, что Господь посадил, быцем кедры над водами, вода льется з ведров его, и ягоные посевы маюць удосталь вільгаті, уладар ягоны мацнейший за Агага, володарство ягоне узнесено высоко, а Бог, який вивів його з Єгипту, для його ён быцем роги зубриные, и он знищить народы ворожие ему, сотре ихние кости, стрелами повыбивая их. И он лег спочить быцем лев и быцем львица, кто наважится разбудить его? Благословенные ты, что благословляет тебе, и проклятые, что тебе проклинают. Зазяю зорко от Якуба, и устанет человек от Израиля, и он выбьет князёв Моабитских, и возьми в полон усих сынов Эдомских, и буде Эдом ягоным набытком, и будут нащадки Исава ворогами ягонными, и моц Израиля узрасте. Мудрость. Читание книги пророка Михея. Слухаймо уважливо. У той день, каже Господь, зберу калеков и позбираю всех выгнанников, и тых, кого я засмутил, и зроблю калеков их остатком, а с выгнанников чиню народ могутный. И Господь будет пановать над ими на горы Сион от сёння и до веку. И ты, Бетлеема Ефрата, наименьший сирот племенов Юдовых, с тебе выйдет той, кто будет пановать у Израилю, и походжение ягоное сдавен давна, сден с предвечных. Деля этого и он, Господь, покине их до часу, покуль народит тая, что має родить, и тады решта братов ягоных вернется до Израиля, и устане, и буде паствить паству свою силою Господа, и в славе имя Господа Бога своего буде пробывать,
покуль не поширить влады своей до концов земли. Мирный читальник. Таємно ти народився в Печори, але небо Збавителю, з'явлением зорки облестило всем тебе, и привело до тебе мудрецов, кабы веры поклониться тебе. Зиви разом и нам покажи милосердность Твою. Господь любит Сион, який он збудував на горах святих, больш за все поселища Якуба, говорить про тебе речи полные похвалы места Божия, раб и Вавилон сироти, что шанують мене. И привело до тебе мудрецов, кому веры поклониться тебе. Зиви разом и нам покажи милосердность Твою. Филистины и Тир, и Куш, яны все народились тут, а про Сион скажуть усе до одного народились у им. И найвышейший Господь умацовал его. И привело до тебе мудрецов, кому веры поклониться тебе. Зиви разом и нам покажи милосердность Твою. Господь напише в книге народов, яны народились тут. И танцуючи запоют яны в Тебе все мои крыницы. И привело до тебе мудрецов, кому веры поклониться тебе. Зиви разом и нам покажи милосердность Твою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюди, на веки веков. Аминь. Таємно ти народився в Печори, але небо Збавителю, з'явлен зорки обвестило всем тебе, и привело до тебе мудрецов, кому веры поклониться тебе. Зиви разом и нам покажи милосердность Твою. Мудрость. Читание книги пророка Исаии. Слухаймо важливо. Так каже Господь, паросток вырасти скоро не сея, галинка скамляя гонога, и дух Господа спочине на им, дух мудрости и розуму, дух разважности и мужности, дух веды и набожности, дух страху Господнего наполнить его, и будет судить не поводле вонкого выгляду, и давать присуд не поводле чута. У справедливости он будет чинить суд бедным, и покорным даст справедливый присуд. Палкой слов своих и он ударить пригнетальника, дыханием буснов своих умертвить незбожного. Справедливость будет поясом на стегнах его, и правда под терезанем поясницы его. Тогда Бог будет жить супольно с ягнятком, а леопард будет лежать побач с козлем, теля и лев будут разом пасвиться, а малое хлопчанье погонять их будет. Корова и медведица будут жить мирно, и ихние малые разом лежать будут. Лев, яки вол, будет есть и солому, немовля гулять буде на рыгодюки, и дитятка уложить в руку змеиную нору. Не будут чинить ничего благого,
и ніякої шкоди на всій горі моєї святой, бо земля так буде повної присутності Господа, як море повне води, і в той час станеться, корень єсей буде знаком для всіх народів, до його всі люди прийдуть з молитвою, і славним буде місце його на весу починку. Мудрость. Читання книги пророка Єреми. Слухаймо уважливо. Такий Бог наш, ніхто чужий не устоїть супроть Його, ніхто йому не ровний, і Он зведав усі стежки мудрості, і дав її Якубу слузі своєму, і Ізраїлю любому своєму. А потім яна мудрость з'явилася на землі і з людьми пробивала, а мудростю гэтай була книга приказанням Божих, і закон, який триває до віку. Усе, що тримаються її, жить будуть, а ті, що її погарджають, помруть. Навернися, Якубі, ході, узянь єйного святла, не давай іншому слави Твоєї, і народу чужому Твоїх привілеїв. Які ми, Ізраїлю, щасливі, бо ведаем, що досподоби Богу. Мудрость. Читання книги пророка Даніли. Слухаймо уважливо. Сказав Даніла Навуходоносору: ти, цару, бачив, ось статуя огромністих помірів і незвичайного блеску. Стала перед тобою, вигляд їй не був жахливий. Голова этой статуи была з золота найчистейшего, груди и плечи со сребра, живот и стегны с железа, ноги частково с железа и частково с глины. Ты углядался на ее, и вось камень оторвался от горы без допомоги рук, и ударил статую в ноги ейные железа и глины, и разбил их. Тады все развалилося железо, медь, сребро и золото, и сталося быцем мякина на такую летку, и ветер разнес их так, что и следу не засталося. А той камень, який ударив идол, остався великой горою, и наповнив усю землю. Гэта был сон, и мы потлумачим значение его цару. Бог небу становить володарство, якое не промене, і панування якого не перейде до іншого народу. Яно розбурить і знищить усі інші володарстви, а само буде тривати до віку, як той камінь, що ти бачив, який дорвався від гори без уділу руки, розбив глину, железо, медь, сребро і золото. Бог великий показав цару, що має бути сон правдивий, і тлумачення його певне. Мир тобі читаю. И зазяв христианцевы, выцав духовное солнце праведности, и зорко показала тебе незмяшального, як изместился в печоры, ты привел мудрецов поклониться тебе, зими разом и мы взвеличиваем тебе, життя доча слава тебе. Господь панує, напранувся, в красу опранувся, Господь у силу подпиразався, и он умыцевался свет, что не зворохнется. Посад твой не похисне от початку свету, ты ж вечно иснуешь. И крыло мудрецов поклониться тебе, зими разом и мы взвеличиваем тебе, життя доча слава тебе. Узнімаються реки, Господи, узнімаються реки голос свой, узнімаються реки рокот громовий. Ты привел мудрецов поклониться тебе, зими разом и мы взвеличиваем тебе,
Господь на вышинях мощнейший за рокот водов великих, больше могутны захвали морские. Светши Твои правдивые, святость належится дому Твоего, Господи, прозуседни. Ты привел мудрецов поклониться Тебе, злыми разумами взвеличиваем Тебе, жить отдача слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Ты зазел в Христе от Девы, лицом духовное солнце праведности, и зорко показала Тебе несмешального, яки зместился в печоры. Ты привел мудрецов поклониться Тебе, злыми разумами взвеличиваем Тебе, жить отдача слава Тебе. Мудрость. Читание книги пророка Исаии. Слухаймо уважливо. Дитя народилося нам, син був дадений нам, на ягоних плечах спочила влада, дали йому ім'я, дивний дарачик, Бог усемогутний, Уладар, Отец великий, князь супокою. Великое буде ягоное панование, и миру ягоному не буде межаў. И он сяде на посаде Давида, и буде пановать над ягоным царством, якое он умацуе, и заховает сёння и до веку. Равнивая любовь Господа, сил учинить это. Мудрость. Читание книги пророка Исаии. Слухаймо уважливо. Знову промовив Господь до Ахаза, кажучи: проси знаку Господа Твоего, глибоко под землею, або высоко на горы. Але Ахаз отказал: не буду просить и не буду спокушать Господа. Тады сказал: слухай, доме Давидов, ці мало тобі робить прикрости людям, что еще робишь прикрости Богу моему? Для этого сам Господь даст тебе знак. Вот дева зачней народит сына, и даст ему имя Эммануэль. Молоко и мед пить буде, покуль научится откидать зло и выбирать добро. Але перед тем, як научится откидать зло и выбирать добро, держава двух королев, яких ты боишься, будет спустошенная. И Господь сказал мне: возьми таблицу новую, великую, и напиши на ее звичайным письмом. Магер шаляль гашба, скоро рабунок, хуткая здобыча. И возьми себе двух вартых доверу свідків, Уры, Святара и Захара, сына Еварахия. И я приступился до пророчицы, и она зачала и народила сына. И сказал мне Господь: назови его Магер шаляль гашбас. Бо перед тим, як хлопець навчиться казати тата і мама, багаті Дамаску і здобичі Самарії будуть принесені перед колем Асирії. З нами Бог, зразумейте гэта, все народы, скоритеся, почуйте гэта все концы земли, и скоритеся. Коли узброитеся, будете переможенные, коли учините змову, Господь оберне ее в ничто, и слово ваше не устоит, бо с нами Бог. Еще усупокой, Господа помолимся. Господи, смилуйся. Отопися, жалься, збавись, стражи нас, Божа, лаской Твоей. Господи, смилуйся. Вспомянувши наисвятую, всечисленную, благословенную, славу владарку нашу Богородицу и завсёды Деву Марию и всех святых,
Самі собі один одного, і все життя наше Христу Богу отдаймо. Тобі, Господи. Отець святий Боже наш, і Тобі славу отдаємо, Отцу і Сину, і Святому Духу, царі за всюди, на віки веков. Амінь. Святий Боже, святий моцний, святий несмиренний, жайся над нами. Святий Боже, святий моцний, святий несмиренний, жайся над нами. Святий Боже, святий моцний, святий несмиренний, жайся над нами. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, тепер і завсюди, і на віки веков. Амінь. Святий несмиренний, жалься над нами. Святий Боже, святий моцний, святий несмиренний, жалься над нами. Будьмо уважливі. Мир усім. И Духу Твоему. Мудрость. Господь сказал мне, ты сын мой, сегодня я народил тебе. Господь сказал мне, ты сын мой, сегодня я народил тебя. Проси у меня и дам тебе успадшину народы, и концы земли в владание твое. Господь сказал мне, ты сын мой, сегодня я народил тебя. Господь сказал мне, ты сын мой, сегодня я народил тебе. Мудрость. Читание листа святого апостола Павла до Гаврею. Слухаймо уважливо. Шмат разовый разными способами промовлял мне, коли Бог дайцов, прос пророка у концы ж гэтых дён, промовил до нас про сына, якого он поставил спадкоемца усяго, и праз якого свет створил. И он в отблеск ягоной славы и в образ ягоной особы, тримаючи все своим могутным словом, исполнивши очищение грехов, сел на вышинях по правой руце, величий стався так вишейшим од аньолов, як вишейший отримав у спадщину ім'я, бо карі, якому з аньолов он сказав, ти син мой, сьогодні я тебе народив і знов, я буду ему отцом, а и он буде мне сыном. Коли ж знов увел першородного на свет, сказал, хай поклоняются ему все анёлы Божия, а до анёлов сказал, и он чинит святы посланцами своими, и слугами своими полыми огню, а сыну посад твой Боже на век веков, скипетр володарства твоего, скипетр праведности, ты любишь справедливость и ненавидишь беззаконие, деля гэтага Бог твой, помазал тебе леем радости над усими товарищами твоими. Так само спочатку ты, Господи, засновал землю, и небо твор рук твоих. Яны проминуть, а ты застаешься, быцем вопратка яны состареют, и як оденье, ты с гор твоих яны меняются, а ты все той самый, и годом твоим няма конца. Мир тебе, читальник. И духу твоему. Аллилуйя, аллилуйя,
сказал Господь Господу моему, сядь по правой руце моей, поколь покладу ворогов твоих под ноги тебе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господь пошлет тебе жезл силы Сиону, и будешь пановать над ворогами твоими. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. В Вавилоне перед заранкой я народил тебе, клялся Господь и не раскаялся. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мудростью станьте, будем слушать Святое Евангелие, миру сим. И духу твоему. Читание Святого Евангелия по Воде Луки. Слава Тебе, Господи, Слухаймо уважливо. У тыя дні вийшов загад кесара Августа зробить перапіс насельніцтва ўсяе дзяржавы. Першы гэты перапіс адбыўся, калі Сірыяй правіў Квірын. І вось усе людзі пайшлі запісацца, кожны ў сваё месца. Пайшоў Язэп з Галілеі, з места Назарету ў Юдэю, у места Давідава, званае Бэтлеем, бо ён быў з дому Давіда, запісацца з пашлюбаванай з ім Марыяй, якая была цяжарная. Калі яны былі там, настаў час Марыі радзіць. І нарадзіла яна сына першароднага свайго, спавіла яго ў пялёны і паклала ў яслях, бо не знайшлося ім месца ў Гасподзе. Былі ж у той аколіцы ў полі пастухі, што пільнавалі ўночы свой статак. Раптам стаў перад імі анёл Гасподні, і светласць Гасподня адусюль зазяла ім, так што яны вельмі спалохаліся. Але анёл сказаў ім: не бойцеся, бо вось абвяшчаю вам вялікую радасць, што будзе радасцю ўсяго народу. Сёння нарадзіўся вам у месце Давідавым Збавіцель, ён жа Господ Христос. І вось вам знак: вы знойдзеце дзіця, спавітае ў пялёнкі, што ляжыць у яслях. І ў тую хвіліну прылучыліся да анёла вялікае мноства нябесных сілаў, якія славілі Бога і пяялі: слава на вышынях Богу, супакой на зямлі, людзям добрай волі. Калі анёлы адышлі ад іх на неба, пастухі сказалі адзін аднаму: хадзем да Бэтлеему, паглядзім, што гэта здарылася, што гэта за здарэнне, пра якое Господ адвясціў нам. І хутка пайшоўшы, знайшлі Марыю і Ясэпа, і немаўлятка, што ляжала ў яслях. Убачыўшы яго, яны расказалі пра тое, што ім было сказана пра гэтае дзіцятка, і ўсе, што чулі, дзівіліся таму, што казалі пастухі. А Марыя пільна зберагала ўсе гэтыя словы, разважаючы ў сэрцы сваім. І вярнуліся пастухі, спяваючы і славячы Бога за ўсё, што чулі, бачылі, так, як ім было сказано. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа, сідайте, будь ласка. Дорогие браты и сестры, сегодняшним гэтым набажэнствам, гэтай літургіяй мы ўваходзім у святкаванне Раства Христовага. І я думаю, што для кожнага амаль што з нас гэта не першае святкаванне. Мы ўжо каторы раз перажываем гэтае свята, каторы раз разважаем над гэтаю падзеяю, над нараджэннем Ісуса Христа, над усімі тымі падзеямі, якія спадарожнічалі гэтай падзеі з вялікай літары.
над пакланеннем пастушкоў, над пакланеннем мудрацоў, над тымі, як бы сказаць, трагічнымі падзеямі, якія таксама спадарожнічалі нараджэнне Хрыста, злачынствам Ірада, вось гэтым такім туляннем святой сям'і, якая мусіла нарадзіць свайго першароднага сына, адзінага сына ў гэтых яслях, у стаенцы, у пячоры. Вось, мы пра гэта ўсе чулі. І бачыце, я калі у гэтым годзе чытаў гэтае Евангелие для сябе і разважаў над ім, я звярнуў увагу на одну важную такую дэталь, якую калісьці, якую увесь час, можа быць, упускаў, ці, можа быць, просто Господ мне як бы падказаў на гэты год асаблівую нейкую такую асаблівасць гэтага Евангелия, адкрыў для мяне вось гэтую вось менавіта маленькую, незаўважную раней дэтальку. Одно слово, якое паўтараецца вельмі часта ў сённяшнім Евангелии. Гэтае слово «славіць». Глядзіце, пастухі бачаць анёлаў. Анёлы не просто там, не ведаю, играюць у футбол на небе, ці там играюць на арфах. Яны славяць Бога. І што яны спяваюць? Слава на вышынях Богу. Потым пастухі ідуць і бачаць дзіцятка, бачаць немаўлятка і пакланяюцца яму і вяртаюцца, зыходзяць ад яго таксама славячы Бога. І вось гэтае праслаўленне, гэтая слава, яна для мяне стала нейкім такім адкрыццём на гэты год, на гэтае раство. Бо я так падумаў, што значыць славіць? Што, як часта мы гэтае слово, як часта мы гэтае паняцце ў нашым жыцці ўжываем? Я думаю, што, можа быць, там раз на 30 гадоў мы гэтае слово ўжываем у сваім жыцці, калі гэта не царкоўнае, не рэлігійнае жыццё. Так мы кажам слава Отцу і Сыну і Святому Духу, а слава там, не ведаю, майму суседу, слава маёй жонцы, слава майму мужу, слава маёй маме. Мы кажам такое? Ну не, такого нема ў нашым звычайным жыцці слова. Яно як бы ад нас кудысьці перамясцілася ў гэтую рэлігійную сферу. Яно тут ёсць, як бы мы разумеем у прынцыпе гэтае значэнне, але неяк з нашым звычайным жыццём яно не суадносіцца, гэтае слово. Чаму яно так не суадносіцца і што ўвогуле мы не славім у нашым звычайным жыцці нікога? Яно засталося толькі ў нас у такім негатыўна-іранічным значэнні, што кажам, о, праславіўся там нехта нечым. Але гэта звычайна не чымсьці добрым, а чымсьці такім, ну, не ведаю, дзівачным, напрыклад, там, ці нечым ўвогуле дрэнным. Вось. А што значыць? А што, у нас у жыцці мы нічога нікога не славім? Не, дарагія браты і сёстры, мы ў нашым жыцці шмат каго славім, і я бы сказаў, што праслаўленне стало такім знакам нашай сённяшняй эпохі. Бо мы пра гэта такім словам не кажам, але тое, што яно азначае, мы ужываем гэтае значэнне. Калі ласка, мы зараз жывем у гэтай медыйнай культуры, у гэтай электроннай інтэрнетавай культуры, дзе кожны чалавек менавіта марыць праславіцца, марыць стварыць нешта, там нейкі контент, які ўсе будуць лайкаць і дзяліцца ім. І гэта ёсць тое праслаўленне, якога не хапае ў нашым штодзённым свецкім жыцці. Кожны хоча праславіцца, кожны хоча зрабіць нешта, пра што будуць гаварыць, пра што будуць пісаць, чым будуць дзяліцца. І вось сённяшняе свята, Раство Хрыстовае, гэта тое, чым мы павінны дзяліцца, што мы павінны лайкаць, што мы павінны там распаўсюджваць у свеце, а магчыма таксама і ў інтэрнэце. Што мы і робім і прывітанне нашым гледачам нашай трансляцыі. Заклікаем вас славіць нас. Дзяліцесь гэтай трансляцыяй, ставце лайкі, каб больш людзей яе бачыла не для нашай славы, але для славы таго, каго мы закліканыя праслаўляць менавіта вось у гэтай гісторыі, у гісторыі нараджэння Ісуса Хрыста. Мы павінны праслаўляць Ісуса Хрыста, народжанага, які зрабіў для нас тыя незвычайныя рэчы, пра якія мы чытаем у сённяшнім Евангелі, якія мы разважаем пры нагодзе сённяшняга свята. Ён стаўся чалавекам. Якая ёсць розніца паміж Богам і чалавекам? Вялізная, прорва. Гэта проста несумяшчальныя рэчы. Тым не менш, для Бога, як мы чытаем у Евангеліі, няма нічога немагчымага. І Бог зрабіў гэтае немагчымае, стаўся чалавекам для нас. Стаўся бліжэй да нас, ну настолькі, насколькі гэта можа быць блізка. Ён стаўся адным з нас, пражыў жыццё, пражыў пакуты і стаўся чалавекам і пражыў, і гэтае пражыццё, і гэтыя пакуты пачаліся ад сённяшняй падзеі, ад нараджэння Ісуса Хрыста.
Гэта тое, за што мы Бога будзем праслаўляць. Тое, пра што мы павінны гаварыць, пісаць, чым дзяліцца. Не просто падыходзіць да чалавека і гаварыць: слухай, значит, Ісус Христос 2020 гадоў таму нарадзіўся, і вось так і так і так. Пра гэта ўсе ведаюць. Але я думаю, што гэта найбольш важна было бы дзяліцца сваім асабістым досведам. Як мы гэтае раство перажываем, як мы перажываем нашу веру, як мы перажываем нашыя гэтыя падзеі, звязаныя з нараджэннем Ісуса Христа, ці ўвогуле з нашай вераю. Гэта можа быць нейкае вельмі ненавязлівае дзяленне, вельмі далікатнае дзяленне. Можа быць, гэта будзе одно слово, одна фраза, один сказ, які мы скажам чалавеку, які патрабуе гэтага, патрабуе Ісуса Христа. Не проста нейкай лялечкі, якая будзе ляжаць у нейкіх там яслях і на сенцы, у нейкай калысачцы. Не, ён будзе патрабаваць збаўцы, ён будзе патрабаваць дапаможцы, таго, хто будзе дапамагаць яму, хто будзе яго падтрымліваць. Асабліва гэтыя нашыя нелёгкія часы, калі мы тут перажываем і грамадска-палітычныя розныя пертурбацыі, і перажываем хваробы, і перажываем гэтую эпідэмію. І тады нам трэба збаўца, нам трэба апора, нам трэба падтрымка, якую Господы дае, якую ён і паказвае праз тое, што нарадзіўся для нас, праз тое, што стаўся побач з намі. Ён наш збаўца. Збаўца не толькі ад нейкага абстрактнага граху і пекла. Збаўца ад таго пекла, якое ў нашым жыцці можа панаваць. Праз нашыя грахі, праз грахі іншых людзей, праз усялякія розныя пакуты і складанасці, якія ёсць. Таму я думаю, што сённяшняе святкаванне – гэта для нас радасная вестка, якой мы сапраўды, за якой мы павінны праслаўляць Бога. Бо Бог для нас ужо штосьці зрабіў. І мы сюды прыйшлі не таму, што мы, хутчэй за ўсё, прыйшлі мы сюды таму, што мы гэта ў сваім жыцці бачылі і ўсведамляем, што штосьці ў нас было. Нейкі наш рэлігійны вопыт, нейкая наша сустрэча з Богом. Давайте не будем бояться гэтым дзяліцца, бо гэта і ёсць праслаўленне Бога, гэта і ёсць знакамітасць Бога, якая павінна быць у сённяшнім свеце праз тое, што ён зрабіў. Не такая, як знакамітасць звычайных людзей, праз тое, што яны там робяць нейкія там рэчы, спяваюць, іграюць, малююць. Гэта большая знакамітасць, гэта знакамітасць любові і Божай ахвяры. За гэта Богу дзякуем і праслаўляем яго за гэта. Амінь. Скажем все разом, во всей душе, во все думки наши, скажем: Господи, змилуйся. Господи, всемогутный Боже, и все наших, молимся Тебе, почуй нас и змилуйся. Господи, змилуйся. Змилуйся над нами, Боже, по воле Твоей великой милосердности, молимся Тебе, почуй нас и змилуйся. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Jeszcze молимся за святого отца нашего, сусветного епископа Францишка Папу Римского, достойного архипастора нашего Леонарда, боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея, за братов наших, святороды, яхонов и монахов, и сил братов и сестр наших у Христе. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Ще молимся за врат належной влады, всіх, хто стерегут целости и спокой нашей країни. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Ще молимся за Богом стереженную країну нашу, Белоруссию, весь белорусский народ, за стойкость веры, мужность в выпробованиях и верность своему народу всех нас. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Ще молимся за годных памяти заснованников этой святой церкви, за всіх недешевших отцов и братов наших, які тут і на кожному іншому місці спочивають. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Ще молимся за доброчинців этой святой церкви, за тих, що приносять дари, працюють і співають їй, і за всіх тут присутних людей, які чекають від Тебе багаття Твого змилування. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Мудрость. Щоб ми були
будучи заусюди под оховою Твоєї могутної влади, Тобі славу отдавали Отцу і Сину і Святому Духу, тепер і заусюди, і на віки веков. Амінь. Ми що райних спасав. Ми що райних спасав. Всех вас, правоверных христианов, хай исполнит Господь Бог устные володарства на все часы, теперь и завсюду, на веки веков. Святого Отца нашего Сусветного Бискупа Франтишка Папу Римского, достойного архипастора нашего кардинала Леонарда, велебного Отца нашего архимандрита Сергея, почестных святору дьяконов, Христе Богом стираженную Украину нашу Белоруссию, весь белорусский народ, засновальников, доброчинцев этой святой церкви, вас и всех правоверных христианов, хай вспомнить Господь Бог у своего владарственного все часы теперь и повсюду, и на веки веков. Амінь. Как нам прийнять у владара всі, якого небачна, сопровожаюсь ангельские силы. Аллилуйя, аллилуйя, Дополни молитву нашу Господу. Господи, смилуйся. За принесенные почестные дары Господу помолимся. Господи, смилуйся. За эту святую церкву и все, что с верой и пошаной и страхом Божьим воходят в ее, Господу помолимся. Господи, смилуйся. И волшебностью одинородного Сына Твоего, за Тим благословенный Ты, Твой Святый, добрый, животворчий Дух,
теперь и завсёды на веки веков. Аминь. Мир усім. И духу твоему. Будем любить один одного, как нам однодушно вызнавать. Отца и Сына и Святого Духа, Тройцу одиносотную нераздельную. Верить веру в мудрости, будьмо уважливые. Веру у единого Бога и Отца Всемогутного, Творцу неба и земли, башного всего и небошного, и у единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного Отца, народженного перед усими веками, святого, светлого, правдивого Бога, правдивого Бога, народженного, нестворенного, одиносутного, зайцом, праз якого все стало быть, и он для нас, людей, для нашего спавления, зашел за небо, принял тело Духа Святого и Марии Девы, стался человеком. Был прижаванный за нас при Понским Пилате, терпел и был похованный, и на третий день воскрес злобно с Писаниями, и взошел на небо и сядет по правой руце Отца, и знов придет в славе судить живых и мертвых, и его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого Господа Животворчего, яке дается походить, якому належится поклонение и слава, разом зайцом и сыном, яки говорю праз пророков, у одиную святую повсюдную апостольскую церковь, визнаю один их рост для отпущения грехов, чекаю воскресіння мертвих і життя будучого веку. Амінь. Станем добро, встанем со страхом, уважливо святое, як верование в миры приносит. Дар миру, охвяру, хвали. Ласка Господа нашего Иисуса Христа, любов Бога Отца и супольность Святого Духа, хай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Узнімемо гору серце наше. Мы узняем на Господа. Дякуємо Господу. Ладно и справедливость поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице одиносотной, Троице и нераздельной. Тебе хвалятся анёлы, арханёлы, посады господарства, початки улады, силы и шматоки и херувимы. На около тебе стоят серафимы, 6 крылов укорных, двумя заслоняют твары свои, двумя ноги, двумя летают, безупренно перекликающимся между собой нестиханными голосами, иероможную песню пеют, ускликаючи, припеваючи и кажучи. Святый, 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 Господь, Господь сил, небо и земля полные хвалы Твоей. Хвалы, хвалы, хвалы Твоей.
грехом смерти, единородный Сын Твой, який пробывая во лоне Твоим, Божий Войче, захотел народиться от женщины, Святой Богородицы и завчуды Девы Марии, подпорядковавши себе законы, осудили грех телом Своим, как те, что померли водами, оживил самим Христе Твоим, поживший на этом свете, давший избавленное приказание, отвернувший на идольской маны, и Он привел нас до познания Тебе, правдивого Бога и Отца, набывший нас себе, изродивший нас людьми выбранными, благодарным святарством, народом святым, и очистивший нас водой, и осветивший Духом Святым, дал себе взамен за смерть, под владой якой мы изневоленные грехом пробывали. Зашелший к рожому пекло, как наполнен собой учоем, сунял боли смерти, воскресший на третий день, бо немагчимо было утримать и тленности владара життя, установивший аж до воскресения кожному человеку, сам ставшийся першенцем с тых, что заснули, першородным из мертвых, как иметь першинство во всему. Зашелший на небо, и он сел на правой вышине по правой руце Твоей могутности, откуль придедать кожному по воде ягоных заслугов. Для нас же покинул возьмет успомин своих избавленных муков, и які мы виконуємо згодно з ягоними заповедами. Перед тем, як исти на свою добровольную, вечнопамятную животворчую смерть, у ножка, и он отдал себе за життя свету, и он взял хлеб у своей святые и безвинные руки. И отвервавши его Тебе, Богу и Отцу, отдавший подяку, поблагословивши, освятивши, разломавши его, дал святым своим учням и апостолам, кажучи: «Берите, ешьте, это тело мое, что за вас ломится, для отпущения грехов». Аминь. Воздышавший, отдавший подяку, поблагословивший, освятивший ее, дал святым своим учням и апостолам, кажучи: «Идите, з'єє все, это кров моя нового заповету, что за вас и за многих проливается для отпущения грехов». Рожденное похование, воскресение из мертвых, заход на небо, сидим по правой руце Тебе, Бога и Отца, славное и страшное Его и другое прелестие. Приносим Тебе Твои от Твоих, для всех и за всю. Тебе хвалим, Тебе прославляем, Тебе дякуем, Господи, и молимся Тебе, Боже наш, и молимся Тебе, Боже наш, и молимся Тебе, Боже, Наша Иисуса Христа, пролитою за життя світу. Нас же всіх, які споживаємо до єдиного хліба і чаші, з'єднає одного з одного супольності єдиного Святого Духа, і хай ні одному з нас прийняття Святого Тіла і крові Христа Твоего не буде на суд судження, але як могли ми знести ласку і спогаду разом з усіми святими, що в кожному віку чинили приємне Тобі, з праотцами, отцами, патріархами, пророками, добровесниками, мучениками, визнавцами, наставниками, з всякой душою праведной, що у віри померла. Особливо знай святою вся чистою, благословенною, славною владаркою нашою Богородицею, завсюди Девою Марією. не сумнявайся, Маті, що бачиш, що малим дітям няне, кого Отец во лоне своим народил раней заранки. Я пришел знову знести и уславить павший род людский, яки с верою и любовью величает Тебе. И про всех людей Твоих, кому будешь их могли прожить житье наше, тихо и спокойно, всякое на воздухе и чистине. Вспомни, Господи, всякое начальство, братов и сестр наших на державной службе и войск. Заховай добрых у Твоей добрыни, благих учини добрыми ласкою Твоею. Вспомни, Господи, присутных тут людей, тех, что отсутничают для важких причин. Излипайся над всеми ими и над нами по воде Твоей великой милосердности. Наполни склады их всяким добром, суженство их умацую с упокой изводе. Будь опекуном деток, наставником молоди, подтрымкой старых, дай с утешением малодушным, растерушенных сбяры, тых, что поддались спокусенно, верни, изъеднай с Твоей святой повсюдной апостольской церквой.
Вывел тых, что терпят от духов нечистых, будь с теми, что подорожничают по морю, землю и по ветру, барани удову, за сирот заступайся. Вызвали полонных, оздорови хворых, будь памятью Божа тых, что под судом, у вязницах, на каторжных работах и на выгнании, и во всякой потребе, для людей в тяжких обставинах, и всех тых, які мають потребу у Твоей великой милосердности, тых, что любят нас и ненавидят нас, и тых, что просили нас, недостойных, молиться за их. И у всех людей Твоих исполни, Господи Боже наш, и пошли им богатство Твоего возмилования, даруючи им исполнение просьбы удивительного избавления. И коли у кого проминули деление ведания, бо прозабытье, бо делемство именов, Ты, Боже, який ведаешь кожного века имя, долоня мать Твоя, сам их исполни. Бо Ты, Господи, помощь бездопоможная, надеясь неверный, избавитель Тых, что гинуть у бурах, пристанешь подорожником, лекарь для нужен. Век будь усім для всіх, ведаючи кожного просьбу, дому потребу. Выбрал, Господи, этот город и всякий город, країну от голоду, пошести, землетрусу, болотки, огню, мяча, нападу ворогов и братобойшей войны. На сам перший вспомни, Господи, святого Отца нашего, сусветного бископа Франтишка, Папу Римского, достойного архипастора нашего Леонарда, боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея, заховай для святых Твоих церковь, покое, целости, доброй славе, здоровья и долголетия, как я не могли верно навчать нас словом Твоей правды. И дай нам одними устными, единым сердцем славить и хвалять Твое почестное и величное имя Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Хай будуть милости велика Бога, избавцы нашего Иисуса Христа, за всеми вами. И с Духом Твоим. Помнивши всех святых, еще усупокой, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Таинственные, свяченные, почестные дары, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Как человеколюбный Бог наш, принявших на свой святый небесный духовный охвярник, як одмысловую духмяность духовную, послал нам взамен свою боскую ласку и дар Святого Духа, помолимся. Господи, смилуйся. Когда выбавиться от всякого гневу, суммы недостатку, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, збави, стережи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Кабы весь этот день был досконалый, святый, мирный, безгрешный, у Господа проси. Дай нам, Господи. Ангела спокоя верного наставника, опеку на души тела у наших, у Господа проси. Дай нам, Господи. Пробачение и отпущение грехов и провин у наших, у Господа проси. Дай нам, Господи. Всего, что доброе и корыстное для душ наших, и супокой для света у Господа проси. Дай нам, Господи. В дальнейший тяг життя нашего супокой и покаяние провести у Господа проси. Дай нам, Господи. Христианского конца життя нашего безбольного, бездокорного, спокойного и доброго отказу на страшном суде Христовым проси. Дай нам, Господи. Попросивши одинство веры и супольности Духа Святого сами себе, один одного и все життя наше Христу Богу отдаймо. Господи. И израби нас достойными владару, с полным довером, без осуждения, смей звертаться до Тебя, Бога Небесного, и Отца и казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое. Будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, а избавь нас от зла. Бо Твое
владарства, и сила, и слава, и Отца, и Сына, и Святого Духа, теперь и за все, и на веки веков. Аминь. Миру сим. И духу Твоему. Головы ваши Господу схилите. Дане, Господи. Лаской, милосердностью, человеколюбством одинородного Сына Твоего, и благословенный Ты, Твой всесвятый, добрый, животворчий Дух, теперь и за все, и на веки веков. Аминь. Будьмо уважливые. Святые речи для святых. Один святый, один Господь, Иисус Христос, на славу Бога Отца. Аминь. Хвалите Господа в небесах, хвалите Его на вышинях. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Весь час благословлять буду Господа, хвала Ягоная завжди на устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, хай почують покорные и возрадуются. Славьте Господа со мною, будем разом возвеличивать Его. Я шукав Господа, и Он почув мяне, и одняв от мяне всю тугу мою. Гляньте на Его и возрадуйтесь, хай обличи ваши не будут посоромленные. Вось любовь вскрикну, и Господь почув Его, и от усіх напастю вибавив Его. Ангел Господній стоїть бицем мур оборонный, вокруг тих, что боятся Его, и вибавляє їх. Покаштуйте і убачите, як добрий Господь. Щасливий той, хто до Його прибягає. Віру, Господи, визнаю. Ты правды Христос, Сын Бога Живого, что пришел на свет сбавить грешников, сирот яких я самый первый. Верю так само, что это соправды свое святое тело и божественная кровь. Молюсь о Тебе, жалься надо мною, и даруй мне мои провины вольные и безвольные, які я зробила словом и ушинком, свядомо и несвядомо. И дай мне без осуждения принять Твои святые тайны, для откушения грехов и життя вечного. Зроби меня сегодня, Сыне Божий, удельником Твоей тайны вечеры. Я не здражу ворогом Твоим тайны, и не дам поцелунку, як Юда, але як разбойник вызнаю Тебе. Услови меня, Господи, в Твоем володарстве, нехай принятие святых Твоих тайнов будет мне не на суть и осуждение, але для оздоровления души и тела. Со страхом Божьим, верой, любовью подыходьте. Благословенный тот, кто приходит во имя Господне. Господь Бог, и Он явился нам. Тело Христово.
Мы бачили правдивое святло, приняли Духа Небесного, знайшли веру правдивую, поклоняемся нераздельной Троице, Бояна назвавила. Да, сейчас и теперь и заусюди, и на веки веков. Хай наші вуста будуть повні хвали Твоєї, Господи, то нам піять славу Твою, бо Ти зробив нас достойними бить удельниками, святих Твоих божских несмиротных и животворчих тайнах, заховай нас у Твоей святости, как нам весь день научаться Твоей справедливости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Встаньте, отримавши Божские святые, вся чистые, несмиротные, животворчие, страшные, Христовые тайны, достойно подякуем Господу. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, збавись, стерожи нас Божу ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Просивши, как году весь день был досконалый, святый, мирный, безгрешный, сами себе один одного и все житье наше Христу Богу отдаймо. Бог и освящение наше Тебе славу отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и заусюди, и на веки веков. Пойдем с мира. Имя Господняе. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Господи, Ты благословляешь Ты, что благословляет Тебе, свячаешь Ты, что спадает на Тебе надею. Збав людей Твоих и благослови набыток Твой. Заховаю целости церкву Твою, если Ты, что любит красу дому Твоего. Тиху славу Твою, Божкою силой, не покинь нас, яке сподяемся на Тебе. Даруй спокою саму свету, церквам Твоим, нашему белорусскому народу, належному ладам нашим и всем людям Твоим. Бо всякое доброе дарение и дар досконалый же ходит с горы от Тебя, Отца светла. И мы Тебе славу, подяку и поклонение отдаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и повсюду, и на веки веков. Аминь. Хай будет имя Господне благословенное теперь и до веку. Хай будет имя Господне благословенное теперь и до веку. Хай будет имя Господне благословенное, благословенное теперь и до веку. Благословение Господне, хай будет на вас ласкою, человеколюбством на все часы, теперь и заусюди, и на веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюди, и на веки веков. Аминь. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Ой, же благослови. Христос, правдивый Бог наш, який деля наше разбавление, народился у пячоры и в яслях был покладенный. Молитвами вся чистая своя мать, и меж святыми отца нашего Базиля Велика, арцебископа Кесарии, Каппадокийской и всех святых, хай измилуется над нами, избавит нас, бо он добрый и человеколюбец. Аминь. Народжение Твое, Христе Боже наш, зазя
Богом служили, от зорги научилися, поклоняться тобі сонцу справедливости, и зразумели, что ты святание звышения. Господи, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Дева сёння родить надприродного, и земля вечеру недоступному приносить. Анёлы с пастушками в песнях Его славят, мудрецы зоркою подорожничают. Деля нас народилась, а дитятко малое, с предвечным небо и земля радостно спевают. Ангелы свету дивом обещают. Христос народился, Бог объявился, ангелы спевают, пастушки играют, диво обещают. У Бетлееме, весела новина, чистая дева народила сына. Христос народился, Бог объявился, ангелы спевают, пастушки играют, диво обещают. И мы дитятку Богу поклоняймо. Хвалу на звышних, Йому заспіваймо. Христос народився, Бог об'явився, ангели співають, пастушки грають, диво обвіщають. Христос народився. Суду